Добрый день, дорогие друзья! Мы рады всех приветствовать в стенах Национальной библиотеки Республики Коми на Дне Арктики. Дни Арктики в Национальной библиотеке проходят уже с 2014 года. И идею проведения таких встреч была поддержана одним очень замечательным человеком, другом нашей библиотеки, ее попечителем. Этот человек оказывал и финансовую поддержку проведения этих дней, и оказывал поддержку также своими дружескими связями. Наши фонды пополнились замечательными книгами об Арктике. Часть из них представлена, конечно же, на выставках наших. Благодаря ему к нам приезжали замечательные люди. Случались замечательные встречи. Так, в прошлом году целых 2 дня работал с нами, разговаривал, рассказывал об Арктике Виктор Ильич Боярский. Имени этого человека как раз посвящен сегодняшний День Арктики. Это Николай Николаевич Герасимов. К сожалению, его уже нет с нами, но память о нем, память о его добрых делах жива. И мы очень рады, что один из попечителей, из членов попечительского совета, Вадим Николаевич Филиппов, продолжил начинание Николая Николаевича. И благодаря Вадиму Николаевичу сегодня состоится наша встреча. Наша встреча сегодня состоится также, и хотелось бы выразить слова благодарности и Тамаре Евгеньевне Дмитриевой, которая также содействовала приезду к нам в Сыктывкар. Замечательного человека, замечательного рассказчика, человека, который знает об Арктике, если не все, то очень и очень многое. И мы надеемся сегодня с нами поделиться этим Александр Николаевич Пелясов. Итак, дорогие друзья, давайте встречайте доктор географических наук, профессор Александр Николаевич Пелясов. Вам слово, Александр Николаевич. Спасибо. Я прежде всего хочу поблагодарить за приглашение, за очень теплое приглашение и очень такой теплый опыт возвращения в Республику Коми, где я не был уже больше 10 лет. И это такое очень радостное событие для меня. И я буду рад, если то, что прозвучит в презентации, в ответах на вопросы, как-то добавит, может быть, вашему пониманию, вашему знанию Севера и Арктики. Я вижу свою задачу в этом. Потому что действительно и Арктикой и Севером занимаюсь несколько десятилетий. Есть определенные накопленные мысли, некоторые даже, может быть, задушевные. Хотел бы ими с вами поделиться сегодня. Будет несколько сюжетов в презентации. Арктическая исключительность, арктические города, особенности хозяйственной деятельности в Арктике, опорные зоны, канадский опыт. Сюжетов много. Я не буду очень вас погружать глубоко в эти сюжеты, но просто покажу в этих сюжетах многообразие темы, которая заявлена сегодня и которая связана с Арктикой. Да, значит, начинаем с карты, конечно. Что есть Арктика? Мы видим здесь, эта карта интересна тем, что Арктика на фоне крайнего севера, на фоне районов приравненных. То есть мы видим здесь это сложное сегодняшнее российское такое соотношение институтов северных, с северными районами, институтов арктических, которые так очень сложно сосуществуют друг с другом. Старые институты советского законодательства северного остаются, одновременно возникают арктические институты, направленные на возвышение статуса Арктики. Все это создает такую, знаете, очень
противоречивую картину, особенно если учесть, что северное законодательство практически с нулевых годов, с десятых годов не развивается, а арктическое законодательство, арктические институты, наоборот, приобретают усиленное развитие. Вы помните и указ президента «Основы госполитики», и стратегия арктической зоны, и госпрограмма. То есть здесь, наоборот, очень такая значительная динамика последние 10-15 лет мы наблюдаем. Но вы видите уже карта с учетом новых реалий. Республика Коми как арктическая своей воркутинской частью, то есть здесь мы уже как бы осовремениваем в духе указа президента 2013 года. Это из нашей стратегии по Ненецкому автономному округу. Но поскольку это ваш сосед, то будет любопытно сказать, что у вас, помимо того, что вы воркутинской частью заходите в Арктику, у вас есть сосед, который вообще суперарктический в России. Это Арктика. Когда мы делали стратегию по Ненецкому автономному округу, то мы вот так и сказали. Самый этнический, самый ресурсно зависимый, самый тундровый, и так далее, и так далее. То есть, если угодно, это такая кристаллизованная Арктика в России, которая находится совсем рядом по соседству с Республикой Коми. Это вот любопытный феномен. И получается, что вот этот Ненецкий автономный округ, он в такой степени арктический, что освоение его началось совсем не так давно, в 90-е годы, активное хозяйственное, поэтому мы его назвали такой канадской Арктикой, потому что весь пионерный пласт освоения закладывался уже в рыночной модели. То есть это уже было абсолютно в духе корпоративной Арктики. Не ведомственной, не комбинатской, а корпоративной. Когда идет дублирование строительства инфраструктурных дорог, трубопроводов и так далее. Вся логистика у компаний дублирует друг друга, хотя они могут находиться по соседству. То есть все издержки корпоративизации Арктики, вот они все проявились в пионерном освоении Ненецкого автономного округа крещендо. И в этом любопытно. То есть, с одной стороны, это такая Арктика в России, а с другой стороны, это канадская Арктика, да, потому что ее освоение находилось и проходило уже в новой рыночной модели. Вот я хотел бы начать с этого сюжета. Это как бы было погружение к соседям Республики Коми, в саму Республику Коми. Вот когда 30 лет назад я уезжал из Магадана, то журналист «Магаданской правды» задал мне вопрос. Он говорил, что вот правда, что люди на севере, Арктику тогда как-то мало упоминали, но мы можем сказать, люди на севере, в Арктике, они другие. Они вот, и поведение у них другое, чувство взаимовыручки, кооперативность. И я тогда, 30 лет назад, сказал в духе абсолютно рыночных реформ 90-х годов, я сказал, что да нет, наверное, вы знаете, это как для негров. Вот когда мы шьем костюм для англичанина и для негра, мы же используем одни лекала. Может быть, для негра в силу порывистости движений нитки должны быть попрочнее. Но лекала, материал – все одно. Вот прошло 30 лет, и я сейчас бы, дорогие друзья, ответил на этот вопрос бы, конечно, по-другому. Да, есть, конечно, есть арктическая исключительность, северная исключительность, которая связана с особыми стереотипами поведения северных арктических сообществ, и в том числе, как здесь написано, с тем, что даже феномены Центральной России, когда они распластывают свое действие на бездорожных и малоплотностных пространствах Арктики и Севера, они проявляют себя по-другому. Это, конечно, такой, знаете, очень, я понимаю, такой очень амбициозный вывод и такое амбициозное положение. Но все исследования последних десятилетий, они подвигали к тому, что мы имеем дело не с частными особенностями, холоднее, периферийнее, бездорожнее, а речь должна идти уже о комплексном отличии, о системном отличии. Да нет, это не про дороги, это не про холод, это про человека, про его поведение, про его инаковость. Вот
это как бы вывод вот этих частных различий, которыми десятилетиями приходилось заниматься. Он важен, потому что из него следует, что то, что написано, об этом я буду говорить, то, что написано в учебниках Смита, в учебниках Рикардо, это вообще, то есть классики экономической науки, это вообще не про север, это про умеренную зону плотностную, где есть силы конкуренции, которые там очень хорошо работают, а на севере, в силу вот этих всех, этой всей арктической и северной исключительности, эти все силы, экономические силы рынка, они не могут просто работать, у них нет для этого достаточной плотности населения. Поэтому этот вывод, кажущийся немножко таким эпатажным, оказывается, может иметь большое прикладное значение в понимании пределов зональных применения и работ Смита, и работ Рикардо, и многих классиков экономических, к которым мы присоседились в 90-е годы как к абсолютным людям, которые рождают абсолютную истину. Ну вот исследование. Это обычный семантический анализ, который мы провели в духе работ по гранту Русского географического общества «Транспортная система Сибири и Дальнего Востока». И вот в рамках этой работы я дал задание своим коллегам проанализировать слова, связанные со словом «транспорт», по базе данных региональной прессы «Интегрум». И я просил, чтобы они выделили зональность. Меня, конечно, волновало это. Дайте четко, с чем связано понятие транспорта в прессе. Ну, за год я взял, потому что и так источников было очень много. В прессе северной и в прессе зоны Транссиба, районов Южной Сибири, Южного Дальнего Востока. Ну, что получилось? Получилось, что слово «транспорт» на юге, в крупных городских агломерациях Новосибирска, Омска, Братска, это слово связано со словом «общественный», то есть это прежде всего внутригородские перевозки, в то время как слово «транспорт» в региональной прессе значит, северных территорий связано со словом «водный», автомобильный, воздушный, то есть предполагает вот эту мобильность в пространстве, не в городском, а в пространстве севера и Арктики, в пространстве России. Конечно, это абсолютная мелочь. Это просто результаты семантического анализа, текст, статистика, по-моему, называется этот пакет, обширной базы региональной прессы. Но даже он выявляет вот то, что есть север и другое, и остальное. Ну, конечно, конечно, мы, говоря про особенности севера и Арктики, мы должны вспомнить, что у нас есть федеральное законодательство, которое регламентирует нашу жизнь и учитывает эти особенности, должно их учитывать. И вот если мы будем анализировать с вами наше федеральное законодательство, федеральные институты, а это тема, которая меня последние годы увлекает все больше, и это, в общем, оказывается традиция, наверное, эконом-географов, потому что и наш коллега Кирилл Петрович Космачев отдал многие годы жизни, уже в конце своей научной жизни, тем, что изучал, проводил экспертизу географических понятий, то есть, по сути, занимался экспертизой институтов на предмет их соответствия географическим особенностям севера, Арктики, удаленных территорий и так далее. Ну, мы видим, вот слева то, что учтено, но нас волнует, конечно, то, что не учтено. Это особая структура арктической экономики северной, институциональная удаленность, мобильность. То, что Тамара Евгеньевна Дмитриева, например, много лет назад сформулировала как вот, северность, как периферийность и климатическая дискомфортность. Вот это все очень слабо отражается в федеральном законодательстве. То есть, по сути, если человека меньше одного человека на квадратный километр и 100 человек плотность, федеральные нормы практически одни. Ну, простой пример, который меня потряс не так давно, это по скорой помощи. Есть четкие нормы, запрещающие машине скорой помощи выезжать к больному при температуре, по-моему, минус 45 градусов. То, что в Якутске бывает и 60, и скорая помощь должна работать при этом, да, это как-то не учитывается федеральным законодателем. То, что надо нормы об озеленении школьных участков,
которые в Арктике вызывают большую иронию. Но, тем не менее, эти нормы содержатся, эти требования предъявляются. И таких норм очень много. Мы даже провели их инвентаризацию. Вот в одной из книжек «Сборник лучших», и у нас есть вторая книжка «Сборник худших практик». И в худшие практики вошли вот эти нормы федерального законодательства, которые явно не соответствуют реалиям Севера и Арктики. Их, по сути, являются таким ненужным обременением. И если обратиться к Аляске, к Канаде Северной, то, конечно, законодательство федеральное там существенно упрощено для того, чтобы не создавать вот эти дополнительные преграды к арктическим предпринимателям, к ресурсным корпорациям там, и так далее. Да, ну вот это, да, это уже тут. Значит, возникает вопрос. Вот когда мы анализируем федеральные законы об арктической зоне, законопроекты, когда мы смотрим вот это самое федеральное законодательство, а как мы должны его тестировать? Вот, что оно должно включать, чтобы нормы Арктики там звучали? То есть как вот эту проверку на вшивость проводить? Ну вот мы долго думали и вышли на то, что есть несколько таких критериев, которые обязательно должны быть в арктическом северном законодательстве. И если их нет, то значит оно унифицированное, значит оно лица не общее выражение Арктики и Севера не учитывает. Но это, вот вы видите, три основных нормы или признака. Это дискретность, то есть импульсный режим, в котором работают арктические и биологические, и социальные системы, сумасшедшая амплитудность, свертываемость и развертываемость, сумасшедшие амплитуды численности арктических городов, невиданные для умеренной зоны. И вот это постоянный импульсный режим работы арктических систем, и отсюда нагрузка в сезонные пики и, наоборот, скатывание до почти умирания в периоды трудные или в периоды климатически неблагоприятные. Это черта, сущностная черта арктической системы. Значит, это должно быть. Полифункциональность. Ну, вы скажете, так это же близко к советской комплексности. Вы будете правы. Вы будете правы. Это классический пример, конечно, это уклад коренных жителей, который в свертке содержит очень много разных функций. Это северные арктические врачи, которых я встречал немало во время экспедиции, которые вынужденно сочетают много компетенций, много специализаций. Да потому что, когда людей мало, а потребность в лечении есть, то нужно быть одновременно и педиатром, и кардиологом, и так далее. Вот эта полифункциональность на индивидуальном уровне специалистов, на уровне местных сообществ, она объективно востребована, и она является сущностной особенностью Арктики и Севера. И, конечно, мобильность. Мобильность или нестационарность. Вот сегодня, когда это проявляется в более обнаженном виде, чем в советское время, мы видим это в роли зимников, в сумасшедшей роли зимников, которая возникла во многих арктических северных территориях. Эта тема была приглушенная, использовались они только как производственные зимники. Сегодня зимники стали источником мобильности, абсолютно новой и сумасшедшей мобильности для арктических и для северных сообществ. Ну, например, в Ивенкии мы исследовали в Магаданской области, на Чукотке, в Ханты-Мансийском округе. При этом само качество зимников может там градировать по 10 баллам. То есть есть зимники ямальские, суперсовременные, совершенные, есть зимники якутские, которые, по сути, тоже бездорожье, просто направление. Есть что-то посередине. То есть вот эта галактика или вселенная зимников, которая возникла, она не возникла, а стала подниматься в своей роли транспортной доступности, обеспечения мобильности. Это вот интересный феномен. Но и таких черт мобильности, инфраструктуры в вахте, которая сейчас поднимается, и для меня, только что вернувшегося из Магадана, вы знаете, было удивительно, что в аэропорту огромное объявление, значит,
ищем работников на вахту. То есть это поднимается как престижный образ жизни, современный образ жизни для молодежи, для креативной молодежи. То, что, конечно, для нас было немыслимо в советское время, и то, что сегодня становится элементом престижа быть вахтовиком. Вот так я почувствовал в родном городе Магадане, когда вернулся туда спустя десятилетия. Ну и, конечно, это тема зональности, но зональности, знаете, не в том привычном географическом плане, как мы привыкли с вами. Зональность, то есть вот эта широтная пленка, да, Арктика, субарктика, а зональность совершенно в другом смысле, в тюненовском смысле, который мы призываем вас понять, переоткрыть зональность. То есть зональность как освоенность, как жизненный цикл ресурсного месторождения, молодость, старость. Вот в этом смысле зональность. То есть, иначе говоря, арктические и северные территории утрированно зональные, в смысле зависимы от стадии ресурсного освоения. И то, что пригодно для Нижневартовска, то не подходит для Когалыма, ну и так далее. То есть вот эта чувствительность ко времени ресурсного освоения мы тоже понимаем как зональность, а не просто зональность как географическая широтность. Это представляется, я благодарен Надежде Юрьевне Замятиной, которая сказала, что сама категория зональности должна быть переоткрыта. Она должна быть понята абсолютно в славянском смысле, в смысле эконом-географическом, а не только в том привычном ландшафтном физгеографическом смысле, как мы всегда это понятие использовали. Ну и, конечно, вот когда я с вами говорил, вам говорил о том, что работы Рикардо, работы Смита, работы Маршалла, написанные и являющиеся классикой сегодняшней экономической науки, которые мы цитируем, с которыми мы сверяем свои экономические рецепты, конечно, должно быть признано, что это все не для арктической экономики. Ее реалии, ее низкая плотность, невозможность конкуренции во многих частях ввиду просто отсутствия достаточного количества хозяйствующих субъектов, это должно быть переинтерпретировано. То есть мы должны признать, что это та сфера или та зона, где классическая экономика а-ля Смит и Рикардо, она просто не работает. Это будет правда, это будет честно. Так же, как многие рецепты, вытекающие из той экономики Смита и Рикардо, пагубность перекрестного субсидирования или, иначе говоря, ценовой дискриминации, к которой мы привыкли с 90-х годов, что это безусловное зло. На севере и в Арктике это тоже все должно быть переоткрыто. Мы должны вернуться или должны по-новому понять реалии советского времени, когда перекрестное субсидирование было просто нормой, которой, в общем, никто не стыдился, и никто не воспринимал это как то, что пагубно и, значит, от чего надо обязательно отказываться. Ну вот еще один феномен северной арктической экономики – очаговость, бездорожность. Это из карты нашего проекта по Русскому географическому обществу. Вот транспортная система Сибири и Дальнего Востока. Вот мы с вами видим, значит, насколько на юге высока плотность транспортной обустроенности и насколько, значит, на севере. Эту карту я попросил сделать коллег для того, чтобы выяснить, в какой же степени агломерационный эффект, о котором сейчас так модно говорить после работ Нобелевского лауреата Пола Кругмана с его новой экономической географией, насколько же вот этот агломерационный эффект – основа сегодняшней региональной экономики, основа. Все учебники с этого начинаются, современные. Агломерационный эффект, его проявление. Так как же он действует в России и на какой территории, можно ли видеть северные арктические территории как зону действия этого агломерационного эффекта? Но это гравитационная модель связи городов друг с другом, какие силы, и картировал Руслан Гончаров вот эту гравитационную модель. И мы видим с вами, вот основной для меня вывод из этой карты, что огромная часть территории России, она не заякорена. То есть это площади не заякорены никакими агломерациями. Там нет агломерационного эффекта, он не действует на этих пространствах. Это значит, что люди ориентированы на Москву, Петербург, и у них нет ближайшего якоря, который их в состоянии задержать, в состоянии их, значит, стабилизировать, их миграционное поведение. Вот я эту карту так прочитал. То есть есть на южной территории агломерации, они конкурируют друг с другом, вы видите эти области, а вот в арктической России, в значительной ее части, таких сильных агломераций поблизости, на которые бы население было в их фарватере, их нету.
Вот, еще один сюжет очень важный. Когда я начинал работать в Госкомсевере, то первое мое удивление было связано, детское, связано с тем вниманием, которое федеральное правительство уделяет нефтегазовым территориям Севера. Я был удивлен, приехав из Магадана, из валютного цеха страны, который, мы гордо говорили, дает там более 50% золота для Родины, 83 тонны в 1974 году, 80 тонн в 1940 году. Значит, и вот это оказалось, что вообще в масштабах России это вообще ничтожно. Это внимание федерального правительства было исключительно обращено к нефтегазовым регионам. Мне показалось это странным. И я сделал очень простой, такой нехитрый анализ ресурсного продукта, который дает наш север в мировых ценах, и какое соотношение, какие ресурсы занимает. Это дало мне очень много. Это простые эти калькуляции, потому что тут же выяснилось, что более 2/3 валового ресурсного продукта севера дает нефть и газ. На золото приходится менее 10%. Золото, алмазы, никель, кобальт. Все это было ничтожно, просто ничтожно по состоянию на вторую половину 90-х годов мировых цен по сравнению с углеводородами. И вот это для меня было большим откровением и потрясением. Я понял, что с точки зрения ренты, валютной ренты, с точки ресурсной ренты, конечно, углеводороды абсолютно несопоставимы. Абсолютно несопоставимы. И вот потом, уже несколько десятилетий спустя, родилась мысль, что страны, которые имеют источники углеводородов, конечно, настолько их бюджетное, финансовое внимание поглощено на этот валютный актив, что уже на остальное, лес, рыба, да даже золото, как-то уже по остаточному принципу внимания в плане государственного регулирования, промышленной политики, уже по остаточному принципу. Вообще, реалии других стран это подтверждают. В Норвегии, что мы знаем про золото Норвегии? Да мы ничего не знаем. Мы знаем про золото Финляндии соседней. Оно есть, развивается, есть проекты. Мы знаем про алюминиевые проекты Исландии. Да. Но что мы знаем про крупные золотые новые проекты Аляски? Мы знаем, что там была золотая лихорадка, потом началась нефтяная, и как-то после этого все завяло с золотом. То есть там что-то старатели моют, но семейные фирмы, но как-то... То есть можно сделать гипотетический вывод, что в странах, северных странах, где есть конкуренция нефти, углеводородов и твердых полезных ископаемых в виде минерального сырья, обычно минеральное сырье является страдающей стороной. Не хватает ресурсов, не хватает внимания инвесторов, не хватает активной промышленной политики государства. Это вот такой вывод бесфактурный, да, бесцифровой, но убедительный для меня по опыту. Значит, вот здесь что? Здесь стагнация производительности труда в нашей крупнейшей нефтегазовой провинции в Ханты-Мансийском округе с 2000 года. Мы делали стратегию Югры, и этот правый график показывает, что в отличие от других отраслей, производительность труда в нефтянке, по сути, с 2000 года стагнирует. Я благодарен молодому экономисту, кандидату экономических наук Александру Зайцеву из Института экономики и теперь в Московской школе экономики, где он вот этот вывод в результате исследований скрупулезных, приводя это все к сопоставимым по годам ценам там, и так далее, он этот вывод сделал. Вы видите, что сельская, Югры и другие отрасли, там есть рост производительности. Но вот в нефтянке как раз мы практически его не наблюдаем. Это, конечно, учитывая ее роль валютную в стране, конечно, это печально. Значит, это давний вывод, о котором мы говорили еще в 90-е годы в Магадане, о том, что Север и Арктика могут быть поняты как рентные и трансфертные территории. Рентные, которые генерируют ресурсное богатство, нефтегазовую ренту, и трансфертные, которые живут в основном за счет федерального бюджета, трансфертов федерального бюджета. Вот вы видите, что внутри Ханты-Мансийского округа мы тоже можем выделить рентные и трансфертные территории, то есть территории с динамикой развития, с фонтанами нефти, и территории, которые либо уже являются старопромышленными, там нет той динамики, того тонуса,
либо где еще это освоение не открылось, как Березовский район, и они полностью зависят от окружного бюджета, от его дотаций, от его трансфертов. То есть этот разлом на рентные, ресурсные и трансфертные дотационные, он проходит по всему северу. Но это сопоставление двух регионов, рентной трансфертной модели, то есть Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ. Вы видите все другое, понятно. Другой бюджет, другая динамика численности, другая миграция. То есть все параметры экономические и финансовые, понятно, этих двух регионов отличаются. Но это очевидные вещи, но просто как бы это тот луч, которым мы можем видеть арктическую и северную экономику. Это интересно. Когда мы делали стратегию Югры, одним из вызовов был новый взгляд на пространство. Сейчас принимается стратегия пространственного развития России. Мы хотели в духе вот этого подхода от пространства по-новому увидеть округ, дать ему новую интерпретацию поверх административных границ и поверх привычного такого территориальной дифференциации по известным признакам. Там возраст освоения, там еще что-то, да. Истории, циклы освоения, лес, потом нефть, потом... И вот что получилось. Мы взяли геологическую карту геологических структур как основу, и геологи дали нам бесконечно много, потому что они показали, что есть два ядра внутри Ханты-Мансийского округа, два ядра геологической, как бы сказать, геологической структурности. И эти два ядра стали основой для нашего территориального зонирования. Ну вот вы видите, что есть три зоны Югры, три Югры. Есть Югра фонтанов, это красное, вот это те большие, как бы сказать, кольца, к которым освоение только приступает. Это оранжевые ядра, где освоение состоялось и идет уже с времен Самотлора, то есть последние 50 лет, и уже давно нет фонтанов, и истощение нарастает. И есть зеленая территория, резервная, где нет пока открытий, пока это природоохранные, традиционного проживания территории, понятно. И понятно, что для каждой Югры должны быть свои нормы, должен быть свой подход в экономическом развитии, то есть ресурсы, их ритм, их динамика, их пульс определяют государственную политику, определяют подход к управлению. Вот идея этой карты. Да, разные зоны, разные имиджи. Ну, Салманов, конечно, представитель с горящими глазами, первооткрыватель, по сути, Самотлора. Конечно, это человек, который именно в старопромышленной зоне. Он ответственен за эти оранжевые круги, что они состоялись. Фронтирная, постфронтирная, новый фронтир. Новый красная зона, постфронтирная оранжевая, ну и зеленая, это может быть будет когда-то новый фронтир. Вот сюжет по арктическим городам. По арктическим городам вы видите, что они очень полярны по своей динамике. Есть города растущие, Ямала, например, есть города депопулирующие, депрессивные, например, Игарка. Коллеги побывали в Игарке и сказали, что это вот пример того, куда приходит освоение, чем заканчивается цикл освоения и какой депрессии он приводит спустя уже десятилетия. Это умершее освоение. Это очень поучительный пример Игарка, конечно. Вот. Ну и на карте видны доля уроженцев. Это студенты делали карту, чтобы показать долю уроженцев на севере в Арктике, сколько она составляет. Ну, вы видите, что чемпионом, понятно, является Якутия, позиции Республики Коми средние, Красноярский край тоже примерно так сопоставимые. Вот. Значит, и, конечно, говоря о таком современном подходе к развитию арктических городов, мы должны вспомнить вот те принципы, о которых мы говорили: импульсность, мобильность, полифункциональность, и применить их к градостроительным решениям сегодняшним для арктических и северных городов. Но и тут окажется, что нам в помощь являются идеи русского авангарда, которые в конце 20-х, в начале 30-х исходили из вот этой необходимости придать мобильность жилищному обустройству городскому, вот эту возможность циклического развития города, его расширения и сжатия, чтобы это было легко обеспечено архитектурными решениями. Поэтому оказывается, что вот эти идеи, как придать такую гибкость, пластичность современным северным арктическим городам, они базируются на идеях, которые впервые в мире были высказаны значительно раньше. Но так бывает, конечно, очень часто.
Вот. Но здесь из многочисленных стратегий, которые мы делали по городам северным, арктическим, это как бы общие выводы. Я не буду подробно останавливаться. Наши рецепты, что мы предлагали для центров, арктических городов, центров, монопрофильных городов, как их реструктурировать, для городов, центров, монопрофильных и порты, города-порты, особый случай, значит, что делать. Ну, я подробно не буду, тут, конечно, в каждом городе свои есть рецепты, но есть общие тоже, которые мы предлагали. И вот еще один сюжет, который я хотел бы обратить ваше внимание. Вот как же бороться или как преодолевать арктические барьеры? Да? Есть два подхода. Есть подход – это победа, то есть такое индустриальное доминирование над арктической спецификой и арктической природой. Но если угодно, мы это в советское время с вами, как это, я сказал Днепру, я стеной тебя запру, помните, чтобы, падая, значит, с турбин, покоренная вода, там крутила турбины и, значит, рождала электричество для городов, там, и так далее, да, помните эти слова поэта, конечно. Это вот в духе той эпохи индустриальной, как нужно совладать с арктической северной спецификой. Это всесезонная навигация по Северному морскому пути, это победа над сезонностью как фактом, как вредным феноменом. Вот сегодняшний подход – это особые природоподобные, как нам говорит известный академик, руководитель Курчатовского центра, то есть развитие природоподобных технологий, институтов, адаптированных к условиям Арктики. То есть это не борьба, это я впервые услышал в Голландии, дорогие коллеги, когда я спросил их, как вы боретесь с наводнением. Они сказали, мы с наводнением боролись, мы сейчас уже не боремся. Я говорю, в смысле? У нас были дамбы, которые боролись с наводнением, а сейчас? А сейчас эти дамбы пропускают воду. То есть идеология сегодня – это пустить воду на пространство Голландии, но пустить так, чтобы это было планово, чтобы это было не разрушительно и чтобы это было локализованно. То есть не борьба с накатом воды, а ее допуск в ограниченные канализированные пространства и так далее. Это полное изменение философии. Да? Ну, для Арктики и Севера это звучит примерно таким вот образом. Значит, это дихотомия малых и больших форм. Мегапроекты – важная и любимая наша тема. Как же соотносятся сегодняшние мегапроекты опорных зон и малые проекты? Проекты вездеходного, бездорожного транспорта. Что важнее и чему надо отдавать приоритет в сегодняшнем развитии российской Арктики? Вот серьезный крупный сюжет, потому что мы слышим много про опорные зоны и очень мало про малые формы освоения Арктики, их необходимость, их востребованность. Ну вот еще один сюжет. Значит, нас учили в курсах марксизма-ленинизма в школьных, университетских, что должен быть исторический подход. Мы как-то в 90-е нулевые годы про этот исторический подход все забыли, и сегодня, похоже, пора уже его реанимировать. То есть должен быть исторический подход ко всем феноменам. Когда нам продают опорные зоны, мы должны с вами посмотреть как минимум на 100 лет назад и сказать, были интегральные комбинаты в системе УСВИТЛа, потом были ведомственные главки в системе ведомственного планирования СССР, потом возникли ресурсные корпорации в 90-е годы, и что, опорные зоны идут на смену этим структурам освоения Арктики. Как это понимать? Да, ну вот это, значит, все известные вещи, я не буду на этом останавливаться. Но вот я хочу поднять эту тему малого освоения Арктики. В России традиционно недооценивается привлекательность, я бы сказал, потенциал, привлекательность, потенциал малых форм освоения, малых решений. Они бюджета не так емкие, тут не порулишь большими ресурсами бюджетными, федеральными, поэтому они для москвичей, московских управленцев, они не привлекательны.
В Арктике голос не так велик у региональных и муниципальных властей, чтобы поднимать, и они все надеются на федеральный бюджет, поэтому если федеральный бюджет благоприятствует мегапроектам, ну, значит, надо озвучивать тему мегапроектов. А за малые проекты денег не дадут, и поднимать эту тему совсем невыгодно. Но между тем, мое убеждение, зарубежный опыт это подсказывает, что тема и потенциал малых форм освоения, малых технических решений, конечно, очень значим. И мы должны обязательно относиться к этому не как сказал один замгубернатора Югры, когда мы стали говорить про вездеходы, которые делают в гаражах каждый житель Сургута, каждый доделывает вездеход заводской или делает собственный. «Да что вы нам живопырки предлагаете?» – сказал нам этот замгубернатора. «Мы так рады, что мы с болотных сапогов теперь можем на высокие каблуки наших жен пустить по дорогам, а вы нас зовете опять к вездеходам, к этим живопыркам». Ну вот из этих живопырок выросла компания «Бомбардье» канадская. Она начиналась с живопырок, она начиналась со снегоходов, с очень таких малых банальных вещей. А потом возникла мирового класса компания, которая занимается сегодня транспортными перевозками по всему миру. Значит, начало было с живопырок. То есть вот канадский опыт и как тоже крупной северной арктической территории показывает, что нет малых вот этих дел в вопросах обустройства Арктики. И каждое такое малое решение, малая инновация, она значима, она важна. И она, может быть, не требует больших бюджетных средств вначале, но зато она исключительно может быть потенциальна, исключительно инновационна в перспективе. Ну, конечно, это цифровые технологии, то новое, что возникает сегодня в освоении, в обустройстве Арктики. У нас, когда мы делали работу по Ненецкому автономному округу, были по этому поводу большие дискуссии. И если будет интерес, я готов рассказать вам о них. Вот. Ну, это о том, как на зарубежном севере Арктики роль науки в занятости, в маленькой занятости в Арктике, в маленькой, там, на Шпицбергене, в арктических территориях Канады, она может быть огромной. То есть вообще это мизер количества рабочих мест, мизер, но на фоне общей занятости, которая здесь есть, это много, это реально много. Да, специализация на холоде, в этом пути хочет идти сейчас Якутия, апеллируя за полигоны опытные по холоду, по испытанию мерседесов, транспортных средств, всепогодной техники, значит, курток там и так далее. То есть это путь, который хочет подхватить Якутия сейчас и в прямом. Еще один сюжет, я завершаю уже, дорогие коллеги, это о роли талантов. Мне очень этот сюжет нравится, потому что он показывает, как переламывается развитие Севера под влиянием Билибиных, Цареградских, Салмановых, и как это на севере в Арктике происходит быстрее, ошеломительнее, чем в освоенных, давно освоенных территориях. Вот этот человек, с которым мы сидели на Красноярском форуме арктическом, который мне очень скромно признался, что он первооткрыватель канадских алмазов, открыватель алмазов в северо-западных территориях, по сути, переломил структуру экономики этой территории, по сути. То есть он создал абсолютно новую отрасль и новую экономику создал в северо-западных территориях Канады, открыв в середине 90-х годов месторождение алмазов во время своего отпуска, во время своего зарубежного отпуска. Ну, это, конечно, поучительный пример и крыляющий пример абсолютно, что вот эта роль первооткрывателей а-ля Билибин, а-ля Салманов, она всегда в Арктике и на севере всегда сохраняется. Их возможность, их потенциал, их роль. Да. Ну, завершаю, значит, это вот мы каждый месяц выпускаем бюллетени по Арктике. Я буду очень рад, если в Республике Коми добавится число подписчиков. Мы рассылаем 100 или 150, уж я сейчас не помню, каждый месяц по электронной почте по итогам мониторинга, что за месяц произошло в российской Арктике. Вот, есть тут все реквизиты, я буду очень рад, если у вас будет интерес, и вы, значит, скажете, что и рассылать по вашим адресам, это будет очень приятно, если мы расширим круг подписчиков. Вот, ну, это вот последняя книга, которая, мы хотели сделать ее поживее, про Арктику, но, значит, что-то, наверное, получилось в этом плане, чтобы она была более для особенно молодежи, более привлекательна, менее занудна, чем обычные научные книги.
ну, что-то, может быть, получилось, потому что сейчас вроде идет второе издание ее. Ну, вот из последних, это то, что вот нас сейчас увлекает, это федеральные институты, их провалы, их полная фиаско в Арктике. Это вот об этом, что у нас работает машина федеральных институтов, потом оказывается, что для Арктики они ремонта непригодные, то есть они абсолютно не подходят. Значит, и как, и что нужно с этим делать, и как здесь, значит, предстоит нам обустроить Арктику институционально. А это вот книга, посвященная арктическому праву и перспективам федерального законопроекта об арктической зоне Российской Федерации, который сейчас рассматривается, вы знаете об этом. Спасибо за ваше долготерпение. Я очень буду рад ответить на ваши вопросы по теме, шире темы, про Арктику, про Север. Пожалуйста, дорогие коллеги. Мне очень приятно быть среди таких взыскательных слушателей, интересующихся темой Арктики и Севера. Дорогие друзья, у меня есть микрофон. Вы, пожалуйста, поднимайте руки, я к вам подбегу, потому что мы ведем видеозапись, и чтобы всем было слышны ваши вопросы. Добрый день. Татьяна Марценюк, Национальная библиотека. Я хотелось бы обратиться к началу вашего выступления, когда вы говорили, что Арктика — это все-таки о людях. И я уроженка Воркуты и знаю это не понаслышке. Это другая атмосфера и другие человеческие отношения. Это все действительно так. Сегодня у нас состоится презентация энциклопедии Баренц арктических регионов. И поднимается тема о северной идентичности. И мне бы хотелось знать ваше мнение. Это о том же, или это о том, как вы сказали, это о людях, да? Или здесь все-таки есть какой-то иной подтекст, уже в современном контексте? Нет, конечно, это о людях. Отвечая на ваш вопрос, тут три среза. В 90-е годы я занимался вопросами вместе с Всемирным банком, экспертировал их работу по переселению с севера. Воркута была одним из площадок, Норильский никель, Воркута и Магаданские золоторассыпные районы, Ягоднинский, Сусуманский. Воркута была интересна тем, что она хотела переезжать только бригадно. То есть, если Норильский никель был готов переезжать по жилищным субсидиям, сертификатам, вот дают, то Воркута ставила вопрос перед Всемирным банком, что мы хотим переезжать, вот как мы работаем. То есть у нас коллективистский дух таков, что мы... Потом это изменилось под влиянием кризиса нарастающего, но первое, это было удивительно, конечно, в сопоставлении. Поэтому, конечно, это про людей, безусловно. Сегодняшнее понимание идентичности включает глобализацию. Вот по сравнению с тем, что было 30 лет назад, это новое. То есть людям колышек идентичности 30 лет назад нужен был для того, чтобы, ну как бы, как сказать, для того, чтобы мобилизовать земляческие связи, как-то утвердиться. Сейчас в Москве, например, есть северное притяжение, магаданское землячество, очень активно работающее. Вот, сегодня добавляется, что в ветра глобализации и такой некоторой космополитической потерянности человеку становится очень важно вбить колышек этнической, земляческой идентичности. То есть тема идентичности поднимается диалектически, закономерно, одновременно с темой глобализации. Это связанные вещи. Поэтому вот новое, что возникло. Так что вот добавлю. И, конечно, про людей, потому что мы сейчас, занимаясь транспортом, мы приходим к теме мобильности. И мы себе говорим, вот 3 года работая по транспорту Сибири и Дальнего Востока, мы вдруг себе говорим, это не про транспорт, это про мобильность людей, про сумасшедшую новую мобильность людей, возникшую в последние 30 лет в Сибири и на Дальнем Востоке, в решительном контрасте с центральными районами страны, в которой такой сумасшедшей новой мобильности не возникло. То есть это не про транспорт. Поэтому идентичность – это, конечно, про людей, про их восприятие себя и про их стремление в эпоху глобализации вбить этот колышек вместе с другими северянами, вместе с общностью по этнической и другой общностью. Спасибо.
задать? Да, Николаевич. Здравствуйте, Александр Николаевич. Мой вопрос может Вы вот сюда. для публики. Слышно, да, да. Ага. Значит, лет 10 назад Белясов Александр Николаевич сформулировал тезис, смысл которого заключается в том, как когда-то в средние века вокруг Средиземного моря сформировалась среднеземноморская цивилизация, так в будущем вокруг Северного Ледовитого океана формируется единая интернациональная арктическая цивилизация. Прошло 10 лет. Другие времена, другие нравы. Что вы думаете сейчас по этому? Спасибо за ваш вопрос, Виталий Николаевич. Я начну с такого образа. Заседание Арктического совета, это еще, по-моему, уже 14-й год, по-моему. Заседание Арктического совета, старших уполномоченных лиц, точнее, или 12-й год, может быть, нет, 12-й, может быть. И Лавров, и Керри обсуждают Сирию, значит, на площадке Арктического совета. Это, значит, такой очень такой интересный пример, как вот под арктическую повестку возникает возможность обсуждать очень горячие вопросы мировой политики современной. Очень приятный пример. Он, может быть, не характерный, но он есть тоже. И когда сейчас вот бываешь на арктических ассамблеях ежегодных, который проводит бывший президент Исладии Гримсон в Рейкьявике каждый октябрь. Это тоже очень поучительный форум, самый крупный в мире, более 1000 человек, где мы видим, как самые разные представители городов, островов государств Тихого океана, различных конфессий, Никола Студжен, глава, значит, самоотделения Шотландии от Англии, инициативой, значит, выступают на этой арктической площадке. И возникает вот этот, значит, образ не только арктического Средиземноморья, но новый образ, который вот в этой книге есть, значит, образ лодки Ноя, лодки спасения, где собираются всякой твари по паре, потому что вот флаг арктический оказывается в этом плане именно подходящим для обсуждения вопросов спасения. А флаг ближневосточный и другой, наоборот, провоцирует конфликтность и, значит, недоговороспособность партнеров. Ну, конечно, есть романтизм определенный и в том, и в другом образе. И в Библии вообще много романтики, наверное. Вот, одновременно с тем, что, значит, есть правда жизни, общность арктических северных сообществ, их кооперативность, их взаимовыручка, к которой они склонны в существенно большей степени, просто по факту отсутствия конкуренции. Не потому, что они такие хорошие, но просто по факту отсутствия конкуренции, потому что нет той плотности, которая есть в умеренной зоне в крупнейших городах мира. Да? Вот это просто это детерминирует и взаимовыручку, и кооперативность, и фольклор коренных народов, что надо, значит, гостю оказать все меры признания необходимые и так далее. Поэтому, конечно, очень хочется в этой идеологии работать, ее исповедовать, и в нее верить очень хочется, вопреки всем обстоятельствам и ко всем конфликтам современного мира. Вот. И есть к этому подтверждения определенные. Когда встречаешься с коллегами других стран из Арктики и Севера, то они как бы они готовы, да, на такие повестки сотрудничества. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос по поводу Северного Ледовитого океана. Там сейчас заново возродилось, получается, ледоходы. И президент сказал, что будет развивать Северный морской путь в обход Евразии. Что-то вы нам можете рассказать за последние 10 лет, когда действительно возобновились ледоходы? То есть я даже не знала в свое время, что они прекратили ходить. Оказывается, они много лет не ходили. Вот. И что сейчас действительно происходит? Я что подумала?
Если там начинает развиваться вот это ледоходное хождение, то наверняка, если хотят развить именно Северный морской путь в обход, то, скорее всего, будут развивать какие-то точки, города, где можно подкормиться, подпитаться этим кораблям, разгрузиться, идти дальше на материк. Что вот в этой теме вы знаете, нам можете поведать? Спасибо. Ну, я начну с цитаты Рогозина, который тогда еще курировал Север, Арктику, точнее, говорил в Госкомиссии, говорил, что я вот сравниваю. Есть Росатом и есть Роскосмос. Вот кадрово Росатом, он сохранил ядро квалифицированных кадров. В этом плане я не могу этого сказать, тогда он еще не был начальником Роскосмоса, я не могу этого сказать про Роскосмос, где катастрофа кадровая. Реально огромные потери были за последние 20 лет. Значит, вот я ему доверяю в этой оценке, то есть Росатом, класс ледокольщиков Россия сохранила, удержала в 90-е нулевые годы, и лидерство в вопросах арктической навигации сохраняется за страной, тогда как по другим направлениям многим это лидерство потеряно. В этом направлении оно сохраняется и оно признано. Возникают вопросы обновления ледокольного флота, очень капиталоемкие, очень сложные, трудные. И, значит, они решаются, я здесь не являюсь специалистом, чтобы сказать вам, значит, технически конкретное решение, но я вижу, что путь решений на такую гибридность, да, то есть уход от тоннажности, вот ледоколов в стиле такого индустриального ледокола, который весом прошибал, на большую мобильность, верткость, значит, двухосадочный поэтому ледоколы. Вот эти решения вижу, в них вижу логику нового времени. Вот. Если говорить про порты, конечно, это очень важная тема, арктические порты, и их состояние повсеместно очень печальное. Вот. И вопросы привлечения инвестиций внебюджетных, в том числе и китайских, стоит. Порт Сабетта, значит, первый пример того, как решаются эти вопросы уже по-новому с привлечением широкого пула инвесторов. Вот. И в Китае, могу сказать, конечно, бываю часто там, огромный интерес к тому, чтобы обрести контроль или соуправление над ключевыми инфраструктурными точками по трассе Севморпути. Это абсолютно четко проявившееся желание Китая. То есть порты, значит, логистические пункты в этих портах, связанные с хранением контейнеров, складированием их и так далее. И обустройство контейнерных терминалов, ну, как минимум, вот хабы Петропавловск-Камчатский, Мурманск. Это вот темы обсуждаемые. Добрый день. У меня два небольших вопросика. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в федеральной программе закладываются какие-то экономические ресурсы на сохранение экологии, может быть, на то, чтобы убрать тот вред, который был там, в 90-е, вот, ну и сейчас продолжается в сфере вот этого природного, скажем так, то, что ресурсы просто вот выгребаются и ничего это не меняется. И такой второй вопросик. Глобальное потепление. Как вы рассматриваете вообще этот элемент? Он важен в ваших исследованиях или нет? Ну, я начну со второй темы, она более такая как бы на слуху. Вот по первой теме там просто отвечать можно вариантно. Да, конечно, тема глобального потепления, она уже стала общей повестки. Вот, мнение экспертов различается только в одном. Это, значит, долгосрочная перспектива на века или это перспектива циклическая, которая потом может сменяться похолоданием, что неоднократно уже и было в истории. Вот спор идет об этом. То есть то, что феномен потепления проявился в Арктике сильнее, чем где-либо, и последние десятилетия, как минимум 2, он с нарастающей активностью присутствует и пробуждает освобождение от льда, нагрузку на, значит, Россию, что открывайся, давай международный транзит и так далее. Это все имеет место, конечно. Значит, несколько моментов здесь. Первое. То, что, конечно, в России это происходит быстрее, то есть по Севморпути быстрее, чем по северо-западному проходу.
Очень важно это нам понимать. То есть в глобальной Арктике темпы потепления и уменьшения льда резко неравномерны. И вот на российском секторе это происходит существенно быстрее, чем в канадском, что создает нагрузку на Россию дополнительную. Если бы это было равномерно, то возможно, что канадский транзит мог бы тоже выполнить такую роль, и, может быть, наши соседи не были бы так беспокойны к нам. Вот этот момент, он не педалируется, но он важен. Значит, второй момент, что все равно риски сохраняются, потому что большие айсберги, неожиданные наступления похолоданий, все возможно. Турбулентность климатическая нарастает. Поэтому то, что будет потепление, не означает, что мы потеряем, значит, то есть мы сможем превратиться в такой северный Суэц. Этого не будет все равно. Будут риски, непредсказуемость и трудность доставки вовремя грузов. Все эти феномены сохранятся. Вот это нужно нам как бы понимать. Потому что иногда в эйфории наши коллеги западные, они рисуют перспективу безледового прохода по Севморпути к 30-40 году и как бы возможности уже такой международного транзита сумасшедшие. Еще момент один интересный. В подходах к Севморпути радикально различаются страны. Японцы всегда скептически, китайцы всегда оптимистичны. То есть даже внутри азиатских стран, заинтересованных в транзите из Азии в Европу, и всегда, как представитель Японии, неважно, какие у него модели, на каких основах он их базирует, всегда скепсис. Экономически нерационально. Как представитель Китая, с моделями, без моделей, всегда стратегически интересно, целесообразно, требуется дальнейшая проработка, и наше присутствие там крайне желательно. Вот тоже интересный феномен. Одно явление, разные подходы разных стран к нему. Добрый день, меня зовут Маргарита, студентка Академии государственной службы. У меня такой вопрос. Какие, на ваш взгляд, критерии качества жизни населения являются именно для Арктики и отличаются ли они от общероссийских? Спасибо. Первый вопрос я забыл, я вспомнил, я обязан на него ответить по экологии, по арктической. Ну, сейчас Кобылкин стал министром природных ресурсов, бывший губернатор, с которым мы тесно взаимодействовали на Ямале. Вот характерно, что он поднял тему экологии очень высоко, но, правда, экологии в целом для страны. Вот я вам свой личный опыт, потому что не хочу так в целом отвечать, вот личный опыт. Есть такой акватестер, как Жванецкий говорил, и мы теперь вот с калькулятором, мы теперь все считаем. И вот я теперь с акватестером везде езжу. Да? Вот правда жизни какова? Арктические северные города, значит, Когалым 50, Нарьян-Мар 40, значит, Санкт-Петербург 50, Фарерские острова 50, Китай 600, Лондон 300, Москва 170. Значит, это, ну, там есть соотношение до 50 дистиллированная вода, 50-170 близкая, 170 взвеси, свыше 300 опасная для здоровья вода. Значит, Лондон 300, Китай, Циндао 600, 500, значит, Петербург 50, Москва 170, Когалым 50, Нарьян-Мар 50. То есть, если брать вот потребительскую, обывательскую оценку с позиции качества воды по акватестеру, который мы теперь все имеем, да, то получается, что северные города, их система водоочистки, их система водоснабжения, она существенно сегодня лучше. И если говорить про качество жизни, то это то качество жизни, которое люди имеют просто по факту жизни там. А люди в Лондоне имеют вот 300. И та вода в гостинице, которую тебе дают рядом с питьевой, она такая же 300. То есть, что из-под крана 300, что в бутылочке, все 300 будет. И так, и так. Это вот был новый опыт как раз, значит, про проблемы европейских городов. И, с другой стороны, Фарерские острова со своими 50 заявляют себя самой чистой водой в мире. Фарерские острова, когда ты приезжаешь, они себя позиционируют. Но у нас такие самые чистые города, Нарьян-Мар, Петербург, там, и так далее, они все попадают.
Вода из Шишкиного леса, который, значит, покупают в Москве в 5-литровых бутылках, к слову, 250-270. Значит, это так. А священный источник святой – это 70 примерно, 60. Значит, это о пользе бутилированной воды. Значит, теперь о качестве жизни. Конечно, люди, которые живут в зоне бездорожья, конечно, их качество жизни, как первые пионеры, фронтир, дух, снегоходы, рыбалка, охота – это составная часть их качества жизни. Это люди, которые выезжают на подледный лод, как никогда ранее в наше советское время, на джипах, и с джипов проводят эту рыбалку на бухте Гертнера или бухте Нагаева в Магадане. Да? То есть это вот этот новый образ жизни, который пришел с техникой, и он, конечно, очень притягательный для многих живущих в зоне бездорожья или в зоне безальтернативных маршрутов, как мы назвали, вторая зона, где есть дороги, но они безальтернативны, то есть нет возможности конкуренции маршрутов. Ну и другие ценности, понятно, люди предъявляют, которые живут в зоне альтернативных маршрутов, то есть в зоне южной, юг Дальнего Востока, в зоне крупных городских агломераций. Понятно, что там и ценности другие, и склонности, и возможности взаимовыручки, и вот эти социально-транспортные и другие феномены проявляются совсем слабее, чем в зоне бездорожья. То есть это тот феномен, который оказывает на ценности прямое влияние. Поэтому я бы ответил на ваш вопрос, вот дифференцируя Север и Арктику по транспорту, потому что транспорт играет сумасшедшую роль, этическую, социальную роль, не просто технологическую только. И по транспорту я бы провел эту дифференциацию вот этих вопросов качества жизни, потому что уклад жизни существенным решающим образом зависит от транспорта, от доступности, от мобильности, и определяет вот и качество жизни, которое там, и там, и там, пакет, который, как оно удовлетворяется, по-разному абсолютно. Так вот, мне кажется, это был бы хороший подход и очень, по-моему, жизненный для Севера и для Арктики. Выбивающийся из просто пакет, корзина потребительская, там наполнение, что для центральных районов страны, наверное, правильно. А здесь, мне кажется, по-другому надо делать. Добрый день, я представитель Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина, поэтому у меня будут вопросы про образование. Подскажите, пожалуйста, чтобы Арктика активно развивалась, в каких специалистах она нуждается, и как их правильно готовить в высших учебных заведениях, в среднеспециальных заведениях? И второй вопрос, как вы оцениваете деятельность Арктического национального консорциума, то есть объединения вузов? Спасибо большое. Ну, второе мне легко ответить. Это наш ответ Чемберлену. Есть университет Арктики, мы, значит, сетевая структура. Мы предложили свой ответ, то есть этот консорциум, конечно, в совершенно явном виде. Ответ Ларсу, наш ответ Ларсу, не Чемберлену, наш ответ Ларсу, Кулероду. Вот, поэтому это так и надо понимать. Оценки уже ваши могут быть разные, но это вот главный вопрос. По арктическому и северному образованию. Ну, конечно, эта тема очень большая. И я бы считал, что вот эта комплексность, полифункциональность, да, то есть вот эта задача полифункциональности как вызова, как принципа фундаментального хозяйственной деятельности в Арктике и на севере, она должна проводиться, конечно. То есть вот эта комбинаторика курсов, комбинаторика специальностей в специальной арктической новой специальности, в которой входят комбинации тех, которые в центральных районах являются отдельными абсолютно. Вот это убирание китайской стены, да, и формирование блоков специальностей или блоков по арктических компетенций, куда входят разрозненные специальности для центральных районов и для этих территорий. Это вот навскидку, что приходит.
Конечно, колледжи, которые видишь на севере, они очень, с одной стороны, дают такое очень окрыление в результате своих визитов к ним, да? Это Когалымский колледж, это Березовский, Игримский колледж. В Игарке мне рассказывали, что там потрясающие тренажеры, которые Роснефть поставила для ребят. А с другой стороны, вот грусть, потому что все это абсолютно не имеет рынка рядом. Ну, в Игриме, в колледже прекрасные мужские костюмы шьют, как в Петербурге не снилось. Но ведь нету потребителей совсем, да? То есть это вот с одной стороны сумасшедшее количество специальностей, смен, да, и вызывающее воодушевление и просто ах, значит, вот это тренажерный парк и прочее, да, в Когалыме, например, показывали 2 часа экскурсий. А с другой стороны Лукойл, который реально набирает кадры по своим корпоративным рынкам труда, а не в этом колледже. То есть вот у меня такое двойственное, что ли, отношение от посещения колледжей. Но ваш вопрос крупнее. Он вопрос о роли образования вообще, об роли образования в экономике Севера и Арктики. Конечно, она должна быть существенно выше. Существенно выше. Подготовка арктических северных предпринимателей, работа с ресурсными компаниями в любом формате. В любом формате. Корпоративные классы Роснефти или в других видах. Конечно, это все очень, очень важно и очень таким важным направлением работы является. Вот. Альянс с ресурсными компаниями, с градообразующими предприятиями, конечно. И вы знаете, еще момент, я бы сказал, вот очень важный. Когда мы исследуем вот эту инновационную систему местную, да, местная инновационная система, которая везде по жизни есть, слабенькая, какая она возникает сейчас и на севере, в Арктике, то, конечно, одна из ее ответственностей – это предложение новой альтернативы, новой нересурсной альтернативы для экономики местной. Да? Какой наукоемкий сервис – какой обрабатывающей промышленности вид новый может здесь возникнуть по конъюнктуре рынка, по компетенциям людей. Да? Практика показывает, что если нет научных центров, то эту роль вот такого аккумулятора знаний, передовых практик и компетенций выполняет вуз, выполняет учебная структура. То есть вот это подсматривание новшеств у соседей, инновационный поиск, активный инновационный поиск передовых практик, передовых техник во имя обретения новой альтернативы в экономике местной, новой специализации как максимум, сумасшедше важная задача, которая для местных вузов в условиях, когда нет, например, сильных научных школ, конечно, она очень важна. Очень важна. И такую концентрацию знания, кроме как на площадке университета, получается, что часто больше и трудно где-либо организовывать бывает. Вот. Поэтому вот это инновационный поиск как принцип жизни экономики, генерирование, восприятие, улавливание новшеств и их адаптация, их преломление на почву. Угу. Да. И говорилось, что там начинает развиваться научная база. Там университеты, всякие там доценты и так далее. После того, как построился вот этот мост на остров Русский, что получил в развитии этот остров, и действительно ли там произошел скачок развития именно научного центра, который там планировался? Какие проблемы, как они решаются? Конечно, я так детально ответить на ваш вопрос не смогу. Это все я вижу в контексте развития Дальневосточного федерального университета, его укрепления, на которое была сделана ставка вместе с другими федеральными университетами России. И он получил, я знаю, вначале большие федеральные средства для того, чтобы закупать базу, приглашать профессоров. Вот. И я хочу вот это ваше внимание обратить на это, что вот у нас Надежда Юрьевна любит студентам МГУ, значит, давать такую задачу.
Вот если приедет лауреат Нобелевской премии там, в Архангельск, как возрастет валовой региональный продукт? Вот посчитайте, да? Но это абсолютно в современном духе вопрос. Вот Похиленко открыл новую отрасль на северо-западных территориях Канады. Он создал новую структуру экономики. Один человек, один талант. Поэтому, когда вот мы говорим о развитии университетов и развитии местной экономики, мы должны как-то все время вот эту роль креативных, талантливых людей, которые они могут привнести, не забывать. Почему мы, работая по Когалыму над стратегией, одна из рекомендаций была программа «50 талантов Когалыма». Есть направления незакрытые кадрово у вас в городе, в Когалыме, незакрытые. То есть вы верите, что они нужны, но у вас нет кадров. Вот у вас по этим направлениям вы ищете талантов в России и создаете им беспрецедентные условия у себя. Жилье, все решается как бы с приездом на самолете сразу, на этой самой, на трапе. Да? И на 3 года эти люди должны создать новую отрасль, должны создать новое направление, подкрепить. Вот это признанное решение мировое, начинаемое с американцев, теперь канадцы проводят эту политику, китайцы, то есть, проводят эту политику, 1000 талантов для Китая, иностранных профессоров, которых они приглашают. И мне кажется, что это жизненно. Может быть, 50 для Когалыма даже многовато, для города 75-тысячного. Там достаточно, может быть, 10-15, чтобы новые направления, жизненные для экономики, вызрели. Вот. Это еще один момент, тоже хотел бы поделиться, апеллируя к этой последней работе по Когалыму. Вы знаете, вот я вам говорил, Рикардо Смит не работает, но и наши представления канонические, эконом-географические тоже не работают. Вот мы приезжаем в Когалым, и мы им говорим, вам нужно диверсифицировать экономику. Они говорят, ну хорошо, вот у вас есть Лукойл, градообразующее, и вам надо сельское хозяйство заниматься, надо индустрию стройматериалов на местном сырье развивать, ну, набор классических рецептов. Потом они нам говорят, так у нас есть уже диверсификация. У нас Лукойл создал завод вентильных насосов. Лукойл, он создал машиностроительное производство, которое имеет сбыт всю Россию, лукойловскую. Мы говорим, как так? У вас есть градообразующее и диверсификация мимо, дальше. А они монопрофильные. Так выясняется, что внутри градообразующего происходит диверсификация. Они занимаются машиностроением, они расширяют сбыт, они осуществляют заказы местным предпринимателям, этот завод вентильных насосов. То есть все попутано, да? Наш рецепт канонический, градообразующее за нефтянку, а вы тут власти покрутите стройматериалы, сельское. Реально градообразующее уже занимается этой диверсификацией. Оно само из своего контура его осуществляет. Это не по учебникам. Или Тверская область, Калининский район. Приходит Хитачи. Хитачи по учебникам ожидает, что возникнет тут же кластер малого бизнеса, который их будет обслуживать. То есть им нужно детали, оборудование. Они сели, и пускай вот этот рой малых предприятий местных, он будет им предлагать, ну, как положено по портеровскому кластеру. Ничего не работает. Никакого малого бизнеса по субконтрактингу не возникает. Они сидят, соборы в пустыне. То есть тракторный завод, 0 комплектующих рядом. Они везут там из Японии, там еще откуда-то с других городов. Не получается кластер по портеру. Но это же должно, это по жизни, это всегда происходит. Не происходит. То есть вот таких парадоксов, да, когда, значит, мы ищем, что должно быть, и вот Надежда Юрьевна написала «Промышленные районы не по Маршаллу» в одной из книг. Это когда в том же Калининском районе возникает промышленный район, но он возникает на меховых изделиях, на меховом производстве, потому что там 5 или 6
меховых фабрик возникло в последнее постсоветское время, на близости к Москве главным образом. Не к рыбе, как раньше в советское время было, что корма дешевые. Нет, дешевые корма привозят контейнерами, а рынок сбыта – это серьезно рядом. И вот возникло 5 меховых фабрик, подсматривающих друг у друга новшества, перехватывающих их, копирующих и конкурирующих друг с другом, абсолютно в духе Альфреда Маршалла, промышленных районов. И этот кластер, он возник по жизни, без всяких усилий, просто вот по близости рынка сбыта московского. Неожиданно, неожиданно. Поэтому вот получается, что реалии исследований показывают, что очень многое происходит контринтуитивно к тем каноническим представлениям и нашим ожиданиям, как должно быть по закономерностям рыночной экономики, размещения производительных сил. В наших реалиях это происходит по-другому, иногда очень существенно по-другому. Значит, я скажу, алгоритм вот со всеми институтами практики, он всегда один и тот же. Значит, он какой? Значит, есть хороший пул экспертов, очень грамотных людей, значит, которые вносят свои предложения. И когда читаешь эти предложения, думаешь, сколько все-таки в стране умных людей, которые, значит, понимают, как. Потом рождается законопроект. Он обычно рождается помимо этих всех компетентных умных людей. Вот. И, значит, начинается его, значит, проталкивание, либо как лоббистского закона, либо как патерналистского закона и так далее. Значит, вспоминаю Китай. Если вы такие умные, почему вы такие бедные? Значит, где вычет происходит? Вопрос риторический, меня волнует последние годы. Столько умных людей, столько компетенций наработано, потом, хоп, значит, в законе все это отсутствует или как-то учтено не вполне. Значит, 5 версий закона было, каждую я описал, подробно проанализировал. Последний по идеологии правильный – развитие. Идеология развития экономического. Не просто, ну, так я скажу, извините грубо, про птичек, рыбок, про развитие. Это то, что нужно сегодня. Тонус, развитие. И что для этого надо сделать? Опорные зоны, там другое, третье, неважно, но идея развития. Согласен абсолютно. Но дальше начинается, что опорные зоны, значит, написали просто, что такое опорные зоны, как создавать, механизм, как учитывать арктическую специфику, не прописано. Просто такая бюрократическая структура и подробное описание, учреждение, аннулирование и так далее. И вот в этом всем. Значит, вывод простой. Для того, чтобы родить закон про Арктику, нужен альянс правоведов, экономистов, географов. Как говорил Гумилев, у историков без географов случается спотыкание. У правоведов без географов, экономистов случается спотыкание. Проблемы с законодательством арктическим доказывают вот эту нестыковку. И более общий, студентам говорю, почему в России хромает региональное законодательство, федеральное законодательство про региональную политику? Почему? Ответ очень простой. Вот вы красный дипломник юрфака МГУ. У вас компетенции мирового класса. И у вас выбор. Налево пойти в корпоративное право, отраслевое, направо в региональное право, арктическое, особые экономические зоны, территория опережающего развития. Налево пойдете, погоны будут, кошелек будет, жена будет любить. Направо пойдете, погон не будет, кошелька не будет, жена любить не будет, а в стране скажут, что ты разваливаешь Российскую Федерацию, потому что ты противопоставляешь Арктику, Север и всех остальных. Надо ли удивляться, что молодежь, талантливая, креативная, не идет в территориальное законодательство? И у нас оно последние 30 лет фактически не развивается.
что является серьезным ущербом для строительства Российской Федерации, для ее развития ее регионов, для нового экономического роста, не по Кудрину федеральному регулировщику, а роста снизу, роста на инициативе людей, на инициативе регионов и мест, который никогда не возникает и в смысле с федерального уровня, он всегда возникает отсюда. Когда мы в лупу ищем сегодня национальный экономический рост 0,1%, то мы не понимаем, что нужно на новую природу роста выйти, который снизу, от инициативы людей, от их креативности, от их предприимчивости. И тогда это будет не 0,1, а это будет 5-7 китайские. Китай, который вышел на эту новую модель экономического роста, он обеспечил эти цифры, потому что это новая модель, это новая. Не сверху федеральный регулировщик разверстывает ресурсы. В Коми пусть будет тут +5. Пусть в Архангельске будет -2, вместе +3. И так мы имеем федеральный рост, как сумма роста регионов, который результат распределения федеральных ресурсов федеральным регулировщикам. А рост снизу, у которого нет ограничений, который возникает не на бюджетных ресурсах, а возникает на инициативе людей, который поощряется законодательно. Вот пример нового роста. Мы на эту модель не вышли пока, на эту модель. Поэтому у нас цифры 0,1 там, и так далее. Как только новая модель, это другие цифры совершенно, другие показатели. И это не определяется федеральными бюджетными ресурсами, эти 5-7%. Они не этим определяются. Вот очень важно. Вопросы? Нет, я готов отвечать, потому что это цель приезда. Поэтому, если есть вопросы, я буду очень рад. Здравствуйте, меня зовут Борис. Я с таким вопросом. А как вот народную инициативу больше продвигать, вот эти народные идеи? Вот если я не МГУ не заканчивал, там, ну, не Гарвард, вот, и как вот меня потом, кто будет меня слушать? Например, с моими идеями. Значит, как, понял, как народные... Да, есть вот эти, например, там, поддержка предпринимателей, да, туда не каждый, например, после ГПТУ туда не каждый пойдет. Ну, я понял. Может, конечно, у него там какая-то идея есть хорошая. Да, нет, конечно, официально считается, что этот голос должен проходить через уполномоченного по правам предпринимателя регионального, через местные ячейки РСПП, ТПП и так далее. У меня есть таких несколько энергичных людей, которые, значит, это в регионах работают и проводят такие, значит, такой полезный опыт, полезную работу такую проводят. Но, конечно, так, я бы сказал, масштабно, в масштабах страны, вот такой советчика предпринимателям, такого демократичного, доброжелательного, пока нет, надо честно сказать. И корпорация федеральная по развитию предпринимательства, которая создана была на моих глазах, она тоже такой структурой не стала. Значит, объясняю почему. Почему? Потому что наивно считается на федеральном уровне, что поддержка предпринимательства – это распределение бюджетных денег. На самом деле, я проводил несколько работ, доклады правительству по предпринимательству делал, несколько лет подряд даже это было для Министерства экономики. Вывод наших исследований состоял в том, что те миллиарды рублей, которые распределяются предпринимателям, вообще говоря, они картину предпринимательского движения, они не меняют. Потому что не хватает инфраструктуры, не хватает информационной поддержки и так далее, и так далее. И бюджет, который закачивается, он один сам по себе, эти ресурсы, ничего не решают. Нужны компетентные люди, обученные, чиновники, способные работать, там, и так далее, и так далее. Понимаете? То есть это фактор денег вообще не является решающим. И для меня это было удивительно, потому что мы начинали с Минэкономикой взаимодействовать, они давали нам цифры, направления, поддержки, миллиарды туда-сюда. Каждый год нам до 40-50 миллиардов рублей на предпринимателей.
исследования показывали, что эти 50 миллиардов идут на 3% предпринимателей России. В Евросоюзе программа, которая охватывает меньше 10% потенциальных нуждающихся, она закрывается, признается неэффективной. То есть у нас поддержка получалась уполномоченных предпринимателей, которым миллиарды рублей, значит, распределяются. Да? Понятно, что выхлоп реального результата в приросте, в динамике эти деньги не влияли, не делают. И плюс кадровое обеспечение. Но в этой связи, чтобы закончить на оптимистической ноте, все-таки ваш вопрос, который большой, я бы хотел сказать, что, конечно, коллеги, которые побывали в Белгородской области, познакомились с проектным управлением в Белгородской области, с тем, что сделал Савченко в последние 20 лет, который внедрил стимулы в чиновников областной власти работать с предпринимателями и получать премию за качество работы и за количество запущенных предпринимателями проектов, это, конечно, восхищает и окрыляет. То есть есть конкретные регионы в России, где работа чиновников с предпринимателями в плане поддержки реально приносит большие результаты. И чиновники оказываются материально заинтересованы в работе и в поддержке успешного проектирования для предпринимателей, чтобы у них запустились проекты. Это мне очень напомнило опыт Дэн Сяопина китайской реформы, который с этого начал, 1979 год. Он сказал, что вы на местах будете получать премию, если ваши заводы будут работать нормально. И за ночь поведение чиновников партийных на местах изменилось. За ночь. Они стали предпринимателями. Это, по сути, Савченко сделал то же самое в своем нормативке. Есть нормативка, ее все мы знаем, по проектному управлению Белгородской области. Когда мы у них спрашивали, студенты Надежды Юрьевны, которые были там, сколько регионов приезжало к вам учиться? Они говорили, 60 было. Регионов российских учились опыту проектного управления. Второй вопрос, а сколько внедрило регионов вот этот путь проектного управления по вашей нормативке? Они сказали, единицы. Это болезненно, крайне болезненно. Потому что это реально заработок чиновника зависит от того, как идет проект. Это просто реально, прямая связь. Вот. Поэтому опыт есть в проектном управлении, эффективной поддержки предпринимательства. В России есть такой опыт, но он очень слабо тиражируется в силу объективных и субъективных причин. Есть еще вопросы? Можно я задам? Да. Дилетантский, может быть, вопрос. Сможете ли вы дать оценку развитию Республики Коми в сравнении с другими регионами, близлежащими к Арктике? И, может быть, какие-то рекомендации? Хороший вопрос вы задали. Сразу возникает, компромисс политической корректности и такого, конечно, если сравнивать с соседями, то динамика Республики Коми, конечно, слабее, чем у соседей. Это так. То есть соседи, которые находятся и слева, и справа, они в силу разных обстоятельств, которые сложились, их динамика развития их, она более активная. Вот. Вы знаете, вопрос, я в регионе, в журнале «Регион» в 4 номере опубликовал статью. Там вопрос, по сути, статьи, тема, почему в регионах России за последние 30 лет не возникло новой специализации. И вопрос называется, по-моему, так: «Мама, мне скучно». То есть наши дети и внуки, они часто устают от однообразия, особенно маленькие. Им нужно все время калейдоскоп впечатлений. И они часто, «мама, мне скучно». Да? Так вот, когда смотришь на развитие российских регионов, то хочется сказать уже «мама, мне скучно», потому что в единичных возникла новая специализация. Ленинградская область – автомобилестроение, Калужская область – автомобилестроение. Примеров мало. Рыбная Камчатка, газовый Ямал, нефтяная Югра, золотая Колыма и так далее. Да? То есть на слуху все то, что было 30-40 лет назад.
те же отрасли, те же специализации. Когда я приехал в Алтайский край и спросил, ну у вас же напрашивается обрабатывающая промышленность, напрашивается просто к сельскому хозяйству, чтобы у вас возникла мощная новая обрабатывающая промышленность. Они, ну да, мы думали, там Volkswagen пригласить, до санкций это было, но потом, вот. То есть, понимаете, вот это очень важный критерий, да? То есть мы должны все время думать сейчас о том, для национального экономического роста это тоже важно, какие новые виды деятельности, какие на компетенциях существующих, на конкурентных преимуществах, просто на случайности, как это произошло с пакистанскими мужскими рубашками. Да они возникли просто на случайности, понимаете? Вот случайно. Так вот, какие вот на этих факторах новые виды специализации, сначала микро, могут возникнуть в Республике Коми? Да? Привожу пример. Я в Курчатове, там Курская АЭС, там отпочковываются предприятия, начинается заниматься упаковкой лекарств. Почему? Потому что, оказывается, есть связь компетенций между защитной одеждой для Курской АЭС, вот этими навыками, и упаковкой для лекарств, для фармакологии. Есть сходство. И они выпускают, они, значит, стали этим заниматься. Другой отпочковавшаяся структура, там Курскатомэнергоремонт там, или что-то, стала делать памятники федерального значения в Центральном Черноземном районе. То есть их компетенции по защитной саркофагу для АЭС помогают делать им памятники воинам Второй мировой там, и прочее. Вот этот путь компетенций, отпочковавшихся от головного предприятия и дрейфующих по законам рынка, очень интересный и недооцененный. Мне кажется, что вот этот инновационный поиск, о котором мы пишем во всех своих последних книгах, инновационный поиск, который должен быть нормой жизни, который должен поощряться на всех уровнях, что хорошо понимал Дэн Сяопин, который проводил реформу абсолютно в шумпетерианском смысле, абсолютно. И когда читаешь эту книгу, как Китай стал капиталистическим, то там просто, это Шумпетер, это не Дэн Сяопин, это Шумпетер, это инновационный поиск, это креативное разрушение, это он честно говорит, мы не знали, что так будет. Культивируемые цветы не зацвели, а сорняками растущие травы вдруг стали ядрами новой конкурентоспособности. Он признается, что вся реформа была для него, архитектора, полной неожиданностью. И что она шла на периферии страны, не в центре, где был диктат, где было это, а именно там незаметно вызревали зерна реформ. Да? И это просто захватывает. Его интервью, его весеннее турне 1990, по-моему, 1-го года или 2-го, оно поражает именно этим. Да? То есть вот это быть готовым к неожиданностям и стимулировать инновационный поиск, поиск новшеств, передовых практик, компетенций. И на это поощрять, на это ориентировать политику. При том, что результат мы не знаем. Он честно признается. Я подумал, Кудрин, чтобы он честно признался, мы не знаем результат, к чему придет. Но мы вводим в инновационный поиск страну, мы как бы это... Да нет, они все знают заранее, знают результат, будет то, будет это. В этом принципиальная ошибка, понимаете? То есть необходимо допустить инновационный низовой поиск снизу, людей, предпринимателей, местных властей, дать им эту возможность. Этот китайский пример показывает, и эти резервы, которые видишь в стране, когда ездишь по территориям, они сумасшедшие. Но у каждого свой барьер, у каждого. У одного зашоренность власти, который считает, что это у него не может быть в принципе, просто. У другого путы федерального законодательства, институтов, которые не разрешают, запрещают. То есть везде, в каждой территории сотни идей. И большинство сумасшедших, но есть и очень дельные. И везде вот это давление регламента, запретов или когнитивных блокировок, то есть зашоренностей. Это, понимаете, огромный резерв возможностей для страны, я убежден в этом. Но самое главное, нужно признать новую природу экономического роста. Эта новая природа в том, что он идет снизу. Он сформируется как совокупность ростов мест.
Это не федеральный регулировщик Кудрин, который распределяет ресурсы сюда, 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 куда надо и сколько кому, как он решит. И там нет роста, там он исчерпан, эта модель не дает уже ничего. А это модель эндогенного, снизу, с почвы, когда поиск возможностей инновационный идет. И мы вовлекаем людей, предпринимателей, чиновников в этот поиск. Поощряем, требуем его и стимулируем. Вот это китайский важнейший опыт китайской реформы. И я думаю, что он по опыту наблюдений в России вполне мог бы идти и у нас тоже. Если больше нет вопросов, то мы... Да-да-да. У нас есть несколько красивых афишек и закладок. Если кто-то хочет подойти к Александру Николаевичу и взять автограф, да, можете это сделать, забрать у нас закладки. Спасибо за ваше долготерпение, дорогие коллеги, за ваш интерес. Спасибо.